Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Мы выходим в эфир уже 7 лет. За это время героями рубрики «Выбираю добро» стали 66 приемных семей из разных районов республики. Интерес к приемным семьям и теме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в последнее время растет. Для тех, кто желает взять и воспитать ребенка, самым важным является первый шаг. Именно он влияет на дальнейшее решение. Здравствуйте, Ольга Ильинична. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим по теме приемных семей. У нас в республике возрастает количество приемных семей. Вот вы пополнили это количество. Да, у нас на сегодня в республике 233 приемные семьи. В них воспитывается 648 детей. И у нас столько же граждан, которые хотят стать опекунами, усыновителями, приемными родителями. И нам часто звонят, спрашивают, а куда нам обращаться, какие первые шаги, чтобы стать гражданами такими вот. Вот им куда обратиться, что делать? Ну, в первую очередь, я скажу, что очень приятно это услышать. Я знакома с многими приемными семьями и опекунами знакома города Якутска. А прежде всего необходимо подойти в опеку. Специалисты им дадут достаточную информацию для того, чтобы они узаконили свои вот эти желания. Но, тем не менее, и возникает иногда вопрос, какие люди должны, вот какой человек должен стать либо усыновителем, либо опекуном или приемным родителем, да? С моей позиции, конечно, хотелось бы, чтобы это были люди, имеющие педагогическое образование, прошедшие не только школу приемного родителя, но еще какие-то хотя бы начальные формы педагогической подготовки. Потому что взять в семью или взять ответственность за чужого ребенка – это очень большая нагрузка, это ответственность перед самим собой, это перед ребенком, перед государством и, в конце концов, перед теми родителями, которых нет в живых или же которые лишены или ограничены родительских прав. Потому что все-таки это они родители. Да. Так что опека, школа приемного родителя, но чтобы прийти туда, надо самому человеку осознать, что он имеет право становиться вот таким ответственным лицом. Всем известно, что главный институт воспитания ребенка – это семья. В семье у ребенка закладываются необходимые навыки для жизни и для общения, приобретается первый жизненный опыт, который помогает ему правильно расставлять приоритеты, принимать решения в дальнейшей самостоятельной жизни. В марте мы побывали в гостях в приемных семьях Нерюнгринского района. Герой нашей сегодняшней передачи – приемная семья Любови Викторовны Величко из поселка Чульман, 6 лет назад взявшая на воспитание 2 сестер из детского дома. У нас в семье 3 детей. Взрослый сын, вот ему 36 исполнилось. Он живет отдельно в Хабаровске у нас. И 2 дочери, тоже как родные. За 6 лет, конечно, мы уже сроднились, уже узнали друг друга хорошо. Были трудности. Сначала, конечно, и с характером трудно было сойтись, у каждого был свой характер. Сын как-то, он сразу, сестренки. Сразу будут проблемы, будем решать все вместе. А так по характеру, конечно, трудно сойтись всем людям с разными характерами, поэтому, когда брала, я сразу говорила, не обижайтесь, будем ругать как родных, получать как родные. Поэтому по-всякому бывает. Это сейчас уже стало, конечно, намного легче, потому что все повзрослели и как-то стали понимать ситуацию уже всю. Где правильно поступили, где неправильно поступили. Я вообще на пенсии, как домохозяйка. Поэтому занялась рукоделием. И девчонок тоже притягиваю к этому, потому что на хлеб всегда будет чем заработать.
Увлеченность творчеством Любовь Викторовна передает приемным дочерям, сумев в полной мере раскрыть их способности. Я учусь в 11 классе, в 9 школе. С учебой стабильно. Так, хобби у меня рисование. Ну, как думаю, я хорошо рисую. Научилась я рисовать у мамы. Так вот, укрепляю свои навыки так. Картины могу нарисовать, подарить. Вообще вот люблю животных и растения. В общем, я человек природы. Мне так все психологи говорят. Мама научила меня готовить, следить за собой, убираться в доме. Я люблю вязать. Но умею вязать я только варежки, носки, тапочки. Хочу научиться вязать кофты, жилетки какие-нибудь. Что о маме могу рассказать? Она эмоциональная, жизнерадостная, семейный человек. Да. Очень любит семью свою. А что тебе дает семья? Что тебе дает мама, Любовь Викторовна? Ну, поддержку, защиту, тепло, понимание. А какое будущее вы видите ваших девочек? Ой, ну, конечно, хочется, чтобы было у них очень хорошо все. Чтобы какие-то проблем поменьше в жизни было, и семейное благополучие было получше. Где-то у нас было труднее, где-то у нас было в жизни легче, где-то труднее. Ну, конечно, детям хочется, чтобы у них было намного лучше. Посчастливее, повеселее. Ну, посмотрим. Как воспитали, так и будет. Любовь Викторовна делает все для достойного воспитания девочек. Так, это плетение у нас из бумажной лозы. Оля у нас профессионал по трубочкам. Она вот и крутит эту лозу, делает. Я плету. Потом в месте, где красим, где сушим, это уже идет вместе. Декор подбираем. Ну, иногда попадается кому-то что-то новенькое. Вот тоже советую. Ой, давайте такое сделаем. Это вот на Пасху корзиночки мы делали. Так что это наш... Это для семьи, для дома у нас. Подносик. И под конфеты, и под печенье можно все это сюда положить. Там корзиночки всякие разные под... Так, Маша. Вот Машина рукоделие. Брошки. Вот они, брошечки. А его можешь взять так, он нет. Это... Любовь Викторовна смогла направить усидчивость и терпение приемных дочерей в нужном направлении, создавая все необходимые условия для развития их творческого потенциала. Викторовна, мы благодарны вам за то, что вы не дали угаснуть таланту. Они у нас уже в детском доме начинали в кружке «Радуга». Помните, с Марией Александровной? Вы же тоже там из бисера что-то плели, делали, у них всегда получалось. И вот вы их забрали и еще больше развили их талант. Ну, сейчас просто всем понемножку занимались, и теперь вот как-то... Большую помощь, поддержку и сопровождение оказывает приемной семье Чульманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Внимание, которое оказывает руководство центра, бесспорно очень важно и помогает родителям в воспитании приемных детей. Мы продолжаем вас знакомить с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, родные братья Илья и Максим. Ты вообще-то не дамка. Вот это дамка. Она сюда стояла, все, я дамка была. Вот это была дамкой. Здравствуйте, меня зовут Илья. Мне 10 лет. Я только хожу на 2 класс. И я каюсь оригами, конструктором. И люблю играть с Максимкой. Вот мой младший брат Максим. Ему 8 лет, ходит в 1 класс. И он играет там
Он один гулять. Максим, ну расскажи про себя. Какой ты? Всем привет! Меня зовут Тунаев Максим, мне 8 лет. Максим, а что ты делаешь сейчас? Делаю самолет. Да? А ты летал на самолете? Да, летал. И как, страшно? Нет. Илья и Максим очень добрые и дружные мальчики. Активные и подвижные, они стремятся во всем быть первыми. Илья очень увлечен лего, конструктор для него не развлечение, а вполне серьезное занятие. В одном из конкурсов детских проектов его работа удостоилась главного приза. Максим также очень любознательный и смышленый, мечтает стать пожарным. Братья всегда вместе. Илья все время присматривает за Максимом и многому его учит. А еще с большим удовольствием мальчики поют. Молодец. Скажи, скажи, дождик, какого цвета дождик, и утреннего солнца апельсин. Нажмем из доброй сказки все солнечные краски и нарисуем 1000 картин. Мы очень надеемся, что Илья и Максим обретут семью и будут радовать будущих родителей своими достижениями и успехами. В республике, так же как Илья и Максим, ждут маму и папу, еще 594 ребенка. У каждого своя история, у каждого своя беда, из-за которых они оказались в детских домах. Но все дети должны воспитываться в семье, там, где их любят, воспитывают и дают путевку в жизнь. И мы надеемся, что герои нашей передачи обретут семью. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго.